Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Якутия помогает восстанавливать Донбасс. Айсен Николаев с рабочим визитом посетил город Кировское. Подписано соглашение о сотрудничестве. Улететь в северную столицу по максимально выгодным тарифам. Авиакомпании «Якутия» и «Алроса» получили федеральную субсидию. Тучи закрыли небо в некоторых населенных пунктах. Вероятно, это результат работы самолета-зондировщика. Расскажем, как вызывают дожди над горящими лесами. Неравнодушные жители Нерюнгри помогают пострадавшим от пожара. Какая помощь уже оказана и какие меры принимают местные власти. Молоды душой. Завершился фестиваль «Слет серебряных волонтеров Якутии». Съехались более 100 человек со всей республики. Якутия помогает восстанавливать Донбасс. Айсен Николаев с рабочим визитом посетил город Кировское Донецкой Народной Республики. Подписано соглашение о сотрудничестве. Наша республика будет содействовать скорейшему восстановлению Кировского для возвращения жителей к мирному укладу жизни. Также зафиксированы намерения сторон в реализации совместных проектов и решений в сферах промышленного производства, предпринимательства, агропромышленного комплекса, науки, образования, молодежной политики, охраны здоровья, спорта и туризма. Но главная задача, которая стоит сегодня перед якутскими специалистами, которые сейчас работают в ДНР, это восстановление инфраструктуры. Мы в этом году будем в первую очередь заниматься дорогами, улицами, ямочным ремонтом. Будем также готовить ряд социальных объектов к зиме. Это и школа, больница. И проведем большую работу по одной из средних школ. Будем ее на самом деле достаточно серьезно ремонтировать для того, чтобы школа могла уже нормально дальше работать. При этом мы понимаем, что мы сюда пришли не на один год, мы пришли сюда надолго, мы будем помогать Донбассу. И мы сегодня с Виталием Павловичем, председателем правительства, обсудили нашу дальнейшую работу. Мы предложили создать мастер-план города, помочь в том числе и в вопросах создания схемы теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения города, для того, чтобы более правильно спланировать и отрабатывать уже здесь в городе и в 23-м, и в 24-м годах. Мы сейчас смотрим уже на экономические связи, чтобы самая крепкая связь, социальные, гуманитарные связи, это очень важно, нужно. Очень крепкая связь должна быть, в том числе и в экономике. Мы, хоть и разные, но очень похожи. В свое время на Донбассе более 30 миллионов тонн угля добывалось. Сегодня в Якутии добывается более 30 миллионов тонн. У нас пока меньше. Будем опять восстанавливать свой потенциал, свои мощности. И ищем, и задача нашим экономическим блокам найти идеи, найти бизнесы для того, чтобы можно было развиваться, чтобы у нас товарооборот был. Мы его уже считали, каждый год прирастали. И это очень важная задача для восстановления мирной, нормальной человеческой жизни. В пострадавший регион доставлен новый груз гуманитарной помощи. На этот раз это крайне необходимые местным жителям медикаменты и предметы первой необходимости. Уже месяц в ДНР работает команда якутских специалистов. Они помогают восстанавливать город Кировское, который пострадал от обстрелов еще в 2014 году. С рабочим визитом Донецкую область посетил глава республики Айсен Николаев. Он ознакомился с фронтом предстоящих работ. К осени с помощью сил Якутии должны быть восстановлены школа, жилые дома, дороги. Также ведут ремонт крыши центральной городской больницы. Заменят специализированный лифт для пациентов и рентген, которому уже больше 60 лет. В рамках делового визита Айсен Николаев вручил ключи главе города Кировское от канала промывочной машины. Первое, что спросили у меня, а в чем мы нуждаемся? Мы нуждаемся очень сильно в промышленных машинах, да? Каналопромывочная машина – это приоритет в городе. У нас доходило до 138 заторов канализационных сетей. Поэтому на сегодняшний день это одна из единственных, можно так сказать, но и из многих машин, механизмов, которые нужны для нашего города. Однозначно улучшит жизнь водоотведению.
Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлили до 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Это воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Тем временем авиакомпании Якутии и Алроса получили федеральную субсидию на рейсы из 2 городов республики до Санкт-Петербурга по льготным ценам. Ранее субсидии по этим маршрутам получила Red Wings, однако позже авиакомпания отменила рейсы из-за санкционных ограничений. Правительство Якутии, Минтранс России и Росавиация добились перераспределения средств в пользу региональных перевозчиков. Льготные билеты доступны всем гражданам без ограничений по возрасту. Главное условие – регистрация по месту жительства на Дальнем Востоке. В арктических районах Якутии продолжается строительство волоконно-оптических линий связи. Ведут прокладку магистралей из села Жилинда Оленёкского района до Анабарского улуса. В этом году линию планируют провести до районного центра села Соскылах, а в следующем году до села Юринхая. Мининновации региона при поддержке федерального бюджета намерена до конца 2025 года подключить к оптическим линиям связи оставшиеся 11 арктических районных центров. Команда из 47 парашютистов-десантников дальневосточной авиабазы Амурского авиаотделения в Хабаровске прибыла в Тампонский район на тушение лесных пожаров. Специалисты приехали в Хандыгу на 4 машинах с полным оборудованием. Далее команда поедет в село Теплый Ключ. Оттуда их перебросят на пожары в отдаленных и труднодоступных местах. Напомню, с июня по сентябрь прошлого года парашютисты-десантники из Хабаровска тушили пожары в Верхневилюйском районе и на Ленских столбах. 2 лесных пожара возникли за сутки на территории Хангаласского района. Первый пожар на площади 1 гектар обнаружили в Жемконском, втором на Слеге. На тушение отправили 38 огнеборцев. Сегодня пожар удалось локализовать. К концу дня ожидают его ликвидацию. А накануне вечером сотрудники национального парка Ленские столбы при наземном патрулировании обнаружили возгорание на площади полгектара. К сегодняшнему утру своими силами им удалось его ликвидировать. В 2021 году на 29 июня было зарегистрировано уже 30 лесных пожаров. По сравнению с прошлым годом нынче намного меньше. А чему это является причиной? Быстрое реагирование или... Быстрое реагирование и в основном погодные условия. В прошлом году очень сухая, жаркая погода была, и поэтому в прошлом году 30, сегодня пока 7. Самолет-зондировщик также обстреливает облака, провоцируя дожди. Тучи закрыли небо в некоторых населенных пунктах. Вероятно, это результат работы самолета-зондировщика Ан-26. Циклон летает по районам Якутии несколько дней. Подробности уникального судна в сюжете наших коллег. Прилетит друг-волшебник в голубом самолете и бесплатно подарит дожди. У Мирнинского аэропорта уже традиция принимать летом Ан-26. Это судно особенное. Есть имя «Циклон» и установка, что обстреливает облака метеорологическими пиропатронами, провоцируя осадки. Мы стараемся максимально близко и максимально безопасно приблизиться к облаку, чтобы специалисты авиалесоохраны совершили обстрел облаков для увеличения осадков, чтобы эти осадки смогли потушить лесные пожары. С неба благодаря обстрелам циклона упадет до 40 тысяч тонн воды. Чтобы сбросить такое количество жидкости, тому же Ил-76 понадобится 1000 рейсов. В этом году парашютисты-десантники авиалесоохраны летают по Якутии с 10 июня. К обстрелу сотрудники готовятся основательно. Нужно проверить установку в веер и загрузить кассеты с пиропатронами. Сгущать тучи в небе помогает йодистое серебро. За самолетом образуется трасса высокодисперсного аэрозоля. Она и вызывает дождь. До начала вылета проводится анализ синаптических карт, проводится проверка оборудования, зарядка оборудования. Получаем заявку от субъекта, на какие пожары проводить работы. В дальнейшем проходит у нас анализ, в какое время, когда находится облачность, пригодная для воздействия, для того, чтобы именно осадки упали на пожары, а не мимо.
Где именно горит лес, сотрудники авиалесоохраны видят на мониторе. Здесь и расстояние между термоточками указано. Прибыв на место, экипаж нажимает на пульт и сбрасывает пиропатроны в облако. Дождь, как правило, начинается спустя полчаса. Базируется циклон в Мирном, однако за последние дни облетел около 8 районов Якутии, в том числе Мирнинский, Ленский и Алекминский. Летчики-наблюдатели расширили границы работ. Теперь зондировщик планирует летать и в северной части Иркутской области. Пожары тушат не только с воздуха. Помогают сотрудники авиалесоохраны и мобилизованные граждане. По данным регионального оперштаба, на территории Якутии сегодня действует 60 лесных пожаров. Власти объявили режим ЧС. Он продлится до улучшения ситуации. Кристина Каширина, Юлия Золотарева, Кирилл Шолохов, медиакомпания «Алмазный край». Идем далее. Первая делегация вторых международных интеллектуальных игр прибыла в Якутск. Сборную команду из Москвы в составе 46 человек традиционно встретили в аэропорту в национальном стиле. Напомним, игры стартуют завтра и завершатся 10 июля в Якутске. Всего участие в соревнованиях принимают 670 обучающихся и более 200 сопровождающих из 12 зарубежных стран и 14 регионов России. Победитель командного итога получит большой кубок, а победителей конкурсов наградят медалями и дипломами. Это вторые мини. Мы понимаем, что они будут другие, не похожие по сравнению с первыми. Но мне кажется, это тоже такой особый вызов, когда мы будем проводить в смешанном формате. Это самый сложный формат организации. Но я в команде, которая организует мини, не сомневаюсь и уверен, что это будет уникальное событие. И, конечно, основной вопрос у наших российских ребят, а будут ли живые иностранцы? Немножко будет, но будет большая часть в онлайн. Но все равно это будет непосредственно живая коммуникация. В 6 районах Якутии пройдут курсы «Будущий студент» для старшеклассников. Таким образом, ребят планируют подготовить к госэкзаменам. Посетить образовательные мероприятия смогут будущие выпускники в Амгинском, Горном, Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Чурапчинском и Хангаласском улусах. Занятия проведут практикующие преподаватели и студенты Северо-Восточного федерального университета. Так, при успешном прохождении абитуриенты получат 5 дополнительных баллов при поступлении в главное учебное заведение региона. А для учащихся из семей льготных категорий предоставят 40% скидку на обучение. Первый сезон стартует 1 июля. В этом году ППО ССФУ совместно с Молодой гвардией Единой России и Северо-Восточным федеральным университетом имени Максима Кировича Амосова будут проводить профкурсы специально для детей с наших улусов. Мы поставили себе цель для того, чтобы эти дети стали наравне конкурентоспособными при поступлениях в университеты нашей страны. Ну и, конечно же, самой ключевой задачей является то, чтобы эти студенты, которые прошли наши профессиональные курсы, поступали к нам в Северо-Восточный федеральный университет. Неравнодушные жители Нерюнгри подключились к работе и по оказанию помощи людям, пострадавшим от пожара. Напомним, ровно неделю назад началось возгорание в жилом доме по улице Пионерной. Предварительная причина – удар молнии. Сразу же был объявлен сбор необходимых вещей для погорельцев. Какая помощь уже оказана и какие меры принимают местные власти, расскажем в сюжете. На момент пожара 11 семей остались без жилья и всех личных вещей. В первый же день им всем выдали ключи от маневренного жилого фонда. Экстренно были расселены все 24 человека. Все помогают. Мы зашли, там не было трубы слива в туалете. Сразу поменяли все. Унитаз сразу евро поставили. Новый. Там тоже был разбитый бычок и унитаз. Все очень хорошо помогают, молодцы. Из резервного фонда городской администрации были выделены такие необходимые вещи, как матрасы, одеяло, подушки, постельное белье. К благотворительной работе подключились неравнодушные жители. В пункт приема гуманитарной помощи приносят одежду, обувь, продукты и мебель. Хочется выразить благодарность нашим нерюнгринцам за то, что откликнулись. Люди принесли вещи, продукты, бытовую химию, мебель, бытовую технику. То есть помощь оказана большая практически всем семьям, кто в чем нуждался.
мы, в принципе, всех обеспечили. Городской администрации также принято решение о выделении материальной финансовой помощи в размере 20 тысяч рублей на каждого жителя, прописанного в сгоревшем доме. Помощь необходимая нами оказывается администрация. Там такие вещи элементарные, как вот, допустим, где-то у кого-то не было плиты в квартире, мы организовали при помощи и поддержки наших горожан, волонтеров, эти электрические плиты уже завезены, подключение, там, если вопросы были какие-то с работой сантехнического оборудования, все эти работы были устранены, потому что мы после пожара еще раз собирались с жильцами здесь, в Центре культуры и духовности, как бы были пожелания, предложения и так далее, мы все предложения учли. Пострадавший дом входил в программу переселения. Расселение жильцов планировалось в 2024 году. 5 квартир являлись муниципальными. Остальные 6 собственников включены в дополнительную заявку 2022 года. И уже готово соглашение о получении выкупной стоимости утраченного жилья. То есть все пострадавшие уже в ближайшее время получат денежную компенсацию, на которую смогут приобрести себе новое жилье. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Молоды душой завершился фестиваль «Слет серебряных волонтеров» в Якутии. Съехались более 100 человек из районов Якутска. Активисты ведут активную творческую, культурную и спортивную жизнь. Главная цель фестиваля – активная жизненная позиция, участие в общественном движении республики. В течение 2 дней волонтеры общались, обменивались опытом, показывали свое творчество, проводили разные конкурсы. Ну а главным гостем мероприятия стала координатор Ассоциации волонтерских центров Юлия Мальцева из Санкт-Петербурга. Гостья была приятно удивлена организацией слета и результатом работы. У нас прошел первый республиканский слет серебряных волонтеров, посвященный столетию образования Якутской ССР. На слет съехались около 150 делегатов, гостей. Почетным гостем была Юлия Сергеевна Мальцева, координатор федеральной программы «Молодой душой» Ассоциации волонтерских центров, которая приехала к нам в гости из Санкт-Петербурга. Во время слета было много мероприятий, проходило много конкурсов, были круглые столы. Работала площадка по обмену опытом. Акция «Красная гвоздика» завершилась в республике. Напомним, до 22 июня в Якутии ее проводил благотворительный фонд «Память поколений». Приняли участие несколько районов. Цель акции – помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Для этого было необходимо получить значок «Красная гвоздика». Распространяли значки волонтеры Победы. По итогам акции все собранные средства направят на оказание медицинской помощи ветеранам боевых действий. Это всероссийская акция. Основателем, организатором акции является Всероссийский фонд «Память поколений». Все собранные средства, они распределяются ветеранам войны, ветеранам Афганистана, Чечни и спецопераций на протезирование, на лечение. Очень активно волонтеры нам помогли с реализацией данной акции. Суть состояла в том, что люди жертвовали средства, и в знак того, что они являются участниками этой акции, мы им дарили значки. Новая программа развития детского отдыха позволит создать современную инфраструктуру. В стране по поручению президента России разрабатывают федеральную программу, направленную на восстановление и строительство до 30 года в регионах объектов отдыха детей и их оздоровления. В планах модернизировать 1400 стационарных детских лагерей и в 3 раза увеличить количество лагерей палаточного типа. Особое внимание уделяют вопросам обеспечения здоровья и безопасности. А в детском оздоровительном лагере «Орленок» установили веревочный парк. Воспитанники теперь смогут учиться программированию, завезли компьютеры для IT-класса, а тем, кому по душе занятия на свежем воздухе, смогут поиграть в новом веревочном парке. Что может быть лучше, чем занырнуть в прохладную воду после игры в футбол? Да ничего, считает 10-летний Леша Чутела. Ради такого и обязательную зарядку под присмотром инструктора не лень сделать. Мальчик отдыхает в Орленке 2-й год подряд. Тут кружки нравится очень много. Очень много кружков, вожатые очень добрые. Я пока для себя приметил вот кружок настольного тенниса и футбол. Может, еще какой-нибудь кружок себе возьму. Выбирать есть из чего. Футбол, теннис, игра на гитаре, бисероплетение и аквагрим. Последнее особо увлекает воспитанников. Можно порисовать даже на руке директора лагеря.
У меня VIP-клиент. Да, у нее VIP-клиент. Причем очень VIP клиент. А еще на территории лагеря в этом году установили вот такой веревочный парк. Здесь, когда ходишь, укрепляются мышцы рук, мышцы ног и тренируется координация. Когда будут проходить спортивные соревнования, эта площадка будет служить как полоса препятствий. Мы ели! 3-4! Есть хотим! Открывайте шире двери, а то повара съедим! Речевки у детей с юмором, наверное, потому что еда питательна и вкусна. 2 раза в день детям подают рыбу или мясо, фрукты, овощи, морс, компот. В этом деле лагерь несколько лет обслуживает Алросаторг. Рацион у нас составляется по принципу сбалансированное питание, чтобы было вкусно. Ну и, конечно, нужно соблюсти все нормы, которые по санитарному минимуму. У нас здесь очень вкусно готовят. Да? А какое твое любимое блюдо? У нас тут недавно приносили пиццу, и она для меня теперь самая любимая. А еще в Орленке благоустроили жилые корпуса. Строители установили санузлы, чтобы все удобства были в помещении. Например, август месяц уже темно, детям очень страшно выходить на улицу, поэтому мы их благоустроили. У нас все корпуса благоустроены санитарными узлами. Это очень удобно и для детей, и для вожатых, чтобы за каждым ребенком не ходить в туалет, сопровождать. Во всем остальном детей сопровождают молодые вожатые. Каждый год на практику в лагерь приезжают студенты из педколледжей и институтов. Работой это не считают, скорее отдыхом. Очень сильно нравится организация работы, правда. Здесь помогают. Само устройство лагеря такое корпусное, очень приятное. И, как так сказать, обстановка сама в лагере. То есть, это, грубо говоря, отшиб, так прям лагерь, прям кемпинг. Вот палаток только не хватает. Атмосфера в лагере и правда уютная, в этом убедилась наша съемочная группа. Неудивительно, за 60 лет работы и персонал, и руководство пришли к идеалу. Анна Брянская, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Конкурс «Косплей» во 2-й раз провели в Ленске. На участие в красочном мероприятии было подано 8 заявок. На площади Ленина поддержать участников собрались ленчане. Они с криками восторга встречали каждого на сцене. Зрелище было настолько эффектным, что казалось, будто зрители попали в игру или сериал с представленным героем. Участники то и дело перевоплощались в различные роли, переодевались в костюмы, сшитые собственноручно. А на время перевоплощения каждый участник правдоподобно показывал характер своего персонажа. Зрители увидели трансформера Бамблби, персонажей «Звездных войн», героев из сериала «Евангелион» и «Игра престолов», а также из компьютерных игр. Ну а выиграли конкурс семья Грудининых, которые перевоплотились в суперсемейку. Наши участники, косплееры, подготовили очень здоровские костюмы, которые выполнены собственноручно на 80, а то и на 100%. Поделились яркими эмоциями, впечатлениями. Косплей-конкурс прошел на ура. Гран-при одержала семья Грудининых. Они подготовили костюмы из мультфильма «Суперсемейка». 2-е место заняла Дейенерис Таргариен, Дарья Коваленко, которая предстала перед зрителями на коне настоящем. 3-е место заняла Цвилых Екатерина с костюмом Диабло. Очень детализированно исполнен, все были в восторге. Далее о спорте. Делегация Международного комитета игр «Дети Азии» ознакомилась с ходом подготовки к 7-м играм «Дети Азии» во Владивостоке. Рабочая группа посетила спортивные объекты, на которых будут проходить соревнования. В частности, спорткомплекс «Олимпиец», который примет в своих стенах соревнования по мини-футболу и плаванию, стадион «Динамо», где пройдут легкая атлетика и стрельба из лука, дворец спорта «Юность», который станет ареной для пулевой стрельбы, а также спортивный комплекс «Молодежный», где пройдут соревнования по 3 видам единоборств – дзюдо и тэквондо. Ну, в первую очередь надо сказать, что проведена и ведется огромная работа по подготовке объектов. Это и ремонтные работы, где-то капитальные, где-то косметический ремонт. Но факт в том, что все эти объекты, глаз радуется, что на тех объектах, где готовность уже такая максимальная, видно, что большая разница, что было до и после. Это одно из самых главных наследий игр. Вот. Есть объекты, которые немножко отстают по графику, но заверили, что все будет сделано в срок. Сегодня было посещено 4 спортивных объекта. Начали с «Олимпийца».
На объекте сейчас проводятся ремонтные работы. Процесс завершения уже очень близок. Примерно 90% завершено ремонтных работ. Фасад здания будет брендироваться. А женская борьба станет одним из нововведений 8-х спортивных игр народов республики. Об этом сообщил первый замминистра по физкультуре и спорту Якутии Александр Бугаев. В программу спортивных игр народов Якутии впервые включены такие виды, как женская борьба, спортивная ходьба, многоборье Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также вместо баскетбола будут проводиться соревнования по стритболу 3 на 3. По женской борьбе в настоящий момент заявлены порядка 50 спортсменок, рассказал замминистра. Билеты на спортивные игры народов Якутии можно купить онлайн на сайте botur.ru. Также билеты доступны к продаже в Якутске, в кассах кинотеатра «Центральный», Дворца спорта «50 лет Победы» и в селе Барагонцы в кассах кинотеатра «Юркён». Билет является единым, по нему можно попасть на открытие и закрытие игр. Вход на все соревнования игр бесплатный. Отмечается, что большая часть билетов, которые поступили в продажу 16 июня, уже распродана. И в завершении коротко о погоде в Якутске на завтра. Итак, по данным якутского УГМС, завтра, 30 июня, в столице утром кратковременный дождь. Ветер ночью юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Утром и днем северо-западный ветер. Порывы от 9 до 14 метров в секунду. Ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 25, плюс 27 градусов. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.